Бәйге түрес Нюрба информационный каналгар холбоннугут салхы улусонун наренистен студия күннен тонава үтеу кехеннен. Күндәден әхлегер 116 местелі ақтасы скола үліға кирді. Республика оны район қағаналартан үбілембете бейекі үріліға ғылытығар бейге ұстар бөлік бүт сұрытта. Күндәрін әхелегер саңу скола тұтутын өссі ағуғын ұстылар бүтүйлеріттен көппіттірі. Саңа үйерек қағытын жете тұтылдан сағалынан ихен кәкке біречинелерінен тоқтауын ішпіті. Жа үхіз тоқтыры үтігер күндәділер саңа осколаланылар. Екі түхінші сүйілбе сылға маңнайғысы байы түхен әхелек бастың барағая бейеге бұйыл кәлен жа үліға кидді. Бияқа күндәді бітері олыстен өріліқтің долгутулақ бейгет бүгін өркүйпіт кәтеспет осколы бүгін 116 местелі осколы бұд анын арыды бұд. Бейге Илдар Ханга Асен Сергеевичтер бар қамақтау әдеппінің бары тұту министерство дегер Павел Павловичка улуспу бағалығар ұлы қамақталлақ бұд, онына улуспу себетін депутаттарығар. Оскола 2000 деменне ақтасы биек толору қатшылылық біліңі өріқтәхін иддебілдергер толор еппеттір. Сүрінілі манна 2-тігінші сүрбе 1 сылтан сағаламыта. Бәрт қылғас 2 сылығығар. Региональный сайды қатшақтамыт еппетнестіқтірілді әбиеге үтіе собастақтық тұтан үліғі келлерді. Республика онына улус қағаналарыттан бұл оскола тұтудығар үс-үстен тақсы миллион сол кобай көрілі біді. Отаң оскола бүт үстігінші 216 квадратный метрлер, 11 комплект класстақ, спортзал бүт, туспактовый зал быт, столовый быт, душевой дар, туалеттар, қас әтәс айы балылар. Онына оғылар сүрелерігер, көтелерігер ден бұл коридордар быт, рекреациялар быт, сүрдәқ кеңнер, жүгейдер. Нюрбалуғар бұйыл 2 оскола үліға керді оттон республикаға 14 саңа тас оскола дендейді. Бұл өріқтәхін системетін келімнік сайынларыға республика салалтата күйістәқ болғымты ұрарын жәнкетік туғылыр. Үстігінші әтті үш саңа оғы үйренер местетін тахарды бұд. Мартахынан оғы саттарын ұхиянларын тұтағын үлетігер әмей ғылдаты тетімін әқтірілі барар. Тағының бұйыл алтта оғы ұхиянларын тұтан келдерді бұд. Әхелгі ғылға 19 школаны тұтан келдерге бейге Илдар Хамыт Асен Сергеевич Стордақ тұрарар. Саңа сырдық кен коң оскола анын тәлетчағын күндәрін әлеген доқторын үйерілері мұңыра соқ. Қасаме уонынан сыл кәннен әлегі оғылары жә үйерінерге сөптіқ тусан Аллах жеға білейіні ларқықтанылар. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа телевидениеті, Нюрба. В нашей республике первой революционеркой коммунисткой является Дора Самуиловна Жиркова. Она родилась в 1902 году 22 декабря в селе Жархан Мархинского улуса, в семье улусного писаря. Училась в Нюрбинской начальной школе. В честь ее 120-летия итоговым мероприятием этого года состоялось торжественное открытие бюста-памятника на территории Центра народного творчества и спорта села Жархан. Бюст общей стоимостью более 800 тысяч рублей был финансирован с бюджета района и с республики. Архитектором является Сергей Лукин, скульптор Павел Чампин. Дора Самуиловна Жиркова – активный участник установления советской власти в Якутии. Она является одним из организаторов женского движения в Якутии по вопросам ликвидации неграмотности, здоровья населения, по созданию ЗАГС и детских учреждений. Кроме этого, Дора Жиркова – первая из женщин-профессиональных врачей. Она была не только практическим врачом-фтизиатром, но и проявила себя организатором медицинского дела в Якутии и в Казахстане. В честь открытия бюста-памятника была организована выездная выставка о жизнедеятельности Доры Жирковой, предоставленная Музеем дружбы народов имени Ксенофонта Дмитриевича Уткина. В музее у нас есть отдельный уголок, посвященный ей, потому что все-таки фонд Доры Самуиловны в нашем музее довольно-таки, не сказала бы, что очень богатый, но и не бедный. Есть ее личные письма к Ксенофонту Дмитриевичу Уткину, она с ним очень дружила. И бюст мраморный, который стоит у нас в музее, он сделан при жизни ее и заказывал, конечно, Ксенофонт Дмитриевич Уткин его. И также обширная, как я сказала, переписка, ее другие личные документы, грамоты, приветственные адреса, это все есть, и фотографии. И мы сегодня демонстрируем ее здесь. Бұйыл ағын әрсіл Нюрболуғығар народ көғіләхінен сылынан білдерілі біді. Бұ черчетінен 200-тен тақсы проекттар өйбілі туғанан номны олыққа керен үлілі тұралар. Bir саңа оны сонын сағылағынан Октябрьскай нехлекке әт асың орын тағарар. Жоғы сық өріләқтік арылынна.
Бүлі-бүлі қобастықуыны соғытық әттен арас продукцияның оран тахарар жоғыз сығы. Октябрьскай нехлекке 50 гектарынан сирылан әбиеген тутана бурудаванетін таңан тұроран биллер предприниматель Альберт Васильев арайда. Кені бұйыл улус бағылығы биллер бит народка қолағанен сылығар бұд сық бұрайығын көміскен 1 миллион керіңне қой білінен туғаммыд. Манна әлбәқ үлі бар бұд, бейге бәбіде төбірттен 1 миллион үбі беремет бұл оборудованиятығар. Манна барыта тоқпағы бар, қолына цикл. Олығын нүрбалар бәбет бісіттәғаны қоттағына бәбет продукция бұтын нарас оңғықтар оңыран. Тахарарыгар оборудование барта кәлін тұрда, диета ғыласпаға дейік, бәті технолог өріқтақ, тоқтағына технологическай нормативтары едді білі өпті бәнінен тұтылы бұд. Эбиеге отыйттан сағалан тутан оборудованиятын толыра қалан таңан цық білігін толыру үлелерге бәлем. Маннажыкускай кораттан асуэл технологиятын кенеттен инженер-технолог Григорий Трубин харамаңнайгыттан үлелі хасылжар. Оңыран тахары етер бәхінтен әрияхінтен сағаланар ол кәнне аналы болочкаларға күтулан каптилнайы хоққа хоғулар. Төт циклы ағар. Бастан курдағын сушкаты дем болар. Бұл, например, манны көстен тұрды. Онтан уже копчениятын процессы, онтан обжаркалы бұд. Оғаттан последний этапы варка. Ол төт тұқ цикл барта примерно 3 час болар. Бұл барта полностью автоматика. Бәрті настройкалы қайыр. Онна датчиктарын бәрті көрір. Альберт Васильев предпринимательство егетігер ұрқуттан ұлсан дөлдер. Бастан жархаңы пеларамастан летен бойгаға сағылабыта. Келін хотон туттан сүлігі сылгейттер бұлырын бейтін үбінен ұбойны пуны келдер біті. Білігін онын бұланнабытын күрдік бейтін продукция тұттан. Этас арасы кәлгетін оңырыр қықтанна. Біліңеті бұланы бұл бәйім сұрыуын бар. Ол бәйім сұрыуын именно маннаден хабастан ағылырға ұрын хатауын. Онтан бұгенне бұланы уже бейкі сиян 2 тонтан тақы әттәқпен. Отай ылаған дойды тұрыр, оны тәшағыны дәреметі зоны тұрылы. Кейбі зоны тұрыр. Әт тоқ бол бұд жебедім, бары бет. Онтан бір етіға әден бұланы манна продукция ғын алақ. Оның бұланы соответственно, оңғылан тақа продукция бет. Ембе ғын алақ болары бұл, оғынама минималына бастықы партияны, бастықы тұғы акционный күдік кірғына тағар бағалақ бұд. Эттен асарахан оңырыртсы хөрүлі қағылытын ұлжыттара. Убаға ына қонна лоқтақ көтер фабрикатын курстатын әтеттен оңғылуыт продукциялары қалбағы оны деликатес барыта 5 арас көріңін бару балатылар. Саңа жылканна бұ жоғыз сық үләтін тегінетчі сағалары бұланыр. Онын аны біріккейнан нүрбағын оңғылуыт себеге қалбағы деликатес ас әгілгеті атыға кеңейгіға тақсыға. Күннен Тонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Нюрба күндәдетігер Доробия Хрыстабла национальный проект черчетінен саңа амбулатория жайты тұтылан үліға кирді. Әбиек өріліға ғылытығар бігеге ұстар бөлік бүт ғылжыттата. Республика дүнен билигни тургунан 6 агыс балыга жете карбагынан билинилен турар. Манна туссыллах национальный проекттер көмөлөрүнөн саңа белсер акушер бууннара амбулаториялар тутулалар. Быйыл республика дүнен уапсай сүйүлбе 1 фап үлага кире. Ол ихигер күндәретәгы балыга жете бәрт кылгаш кемигер тутулган үлага кидде. Национальный проект быһытын бияга все быйыл хам үтүгө жен бу Нюрболугар 2 очередь балыга тутутаалыныкта. Билин бияга заказчигынан служба заказчика конкурс билдерен сибилинге турукка пока билин конкурсный процедура бара турар. Он тойбут келер быгыл бүтүтө бияга төмөкө биллиага чону беги келер хылга жүбө шылга Нюрболугар ол центрга балыга тутун халыкта 2 очередь. Доробия Хрыстабыл нәбиектерін тұтуға Нюрболуға әмие күз қалсар. Бұйыл улус салалтаты республика правительстватын кытары сөбілен баттаспыта. Бұ чарчетінен улус сотуғар саңа фаптар тұтылдуқтара. Бойыннена орайуан қағанаттан үбіленнен қатыны әрегер саңа белсер акушер буына тұтылдан үліға кирбіде. Бұйыл соглашение баттамыда. Нюрба улуғын кені, онына правительство, республика правительстватын соглашениеде олоннан чарчетинен эме аңа врачебный амбулаториялар фаптар турлуктактар бу Нюрба улуун соту герде. Бир эхил марга онтон аканага курдук нелектерге аңа эме мандык тутулар киректе. Бу курдук тустак национальный проекттер үлелән тысергер Доробия Хрыстабыл нәбиектер тутулган үләгә кирелләр. Мантан салгы сөптә хүбләһен көрүлгән республика атын улустаргар эме саңа фаптар дендә яктыр турдаган. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Автор проекта «Кындыкан» Илан Кындыкан посетила Нюрбу. «Кындыкан» — это масштабный многоэтапный социальный проект, направленный на продвижение и популяризацию единого этнобренда, символа коренных малочисленных народов Севера и Арктики Кындыкан.
Кындыкан – это венская девочка, которую 200 лет назад нашли якутские охотники вблизи Верхоянских гор в родовом стойбище, полностью вымершем от оспы. Как она выжила в диких условиях, до сих пор остается загадкой. История Кындыкан годами передается из уста в уста, вдохновляет не только ее потомков, но и любителей истории. Теперь этот образ объединяет вокруг себя коренные малочисленные народы Севера, чтобы дать надежду на светлое будущее, возможность быть услышанными. Авторы проекта уже достигли немалых успехов. Они выпустили анимационный фильм, клип, сказку и не только. Обо всем этом Илан Кындыкан рассказала на встрече с активистами Нюрбы. Если говорить в масштабном таком аспекте, то вот есть же у нас, например, Маугли, он сразу с джунглями ассоциируется. Есть Покахонтас, это ассоциируется с индейцами, конечно, там она такая интерпретированная история. Мулан, Моана. Вот. Если также будет созвучно имя Кындыкан в мировом масштабе, то, соответственно, все будут понимать, что такое Север. Ведь Север – это сейчас фундамент всей планеты. Это не каждый понимает, это не каждый осознает. Север – это, в первую очередь, это вечная мерзлота. И через вот такой тренд, именно не обязательство, а именно когда заведем вот именно моду, можно так сказать, на север, что она будет откликаться, то мы сможем донести вот эту важную мысль, что север, он мощный, он уникальный, но он сейчас очень хрупкий до многих и многих. Вот, наша вышла сказка, мультфильм, академия наших друзей есть под именем Кындыкан, там 120 детей обучается. Очень-очень много мероприятий. Оцифровали стойбище в Аймиконском районе на полюсе холода своими силами, провели бесплатный безлимитный интернет для оленеводов. 6 экспедиций, клип и хит в исполнении Киджи, который стал не только гимном проектом, а просто народным хитом, который покорил не только якутскую публику, а многие национальные республики нашей страны. Раскрываем. Самое важное, что делает Кындыкан, она не только объединяет, а раскрывает человеческий капитал. Через него раскрываются новые лица, новые таланты нашего северного региона. Народ тапты ростан тюхербетері ғытанеки персемене бәтігір. Мен ұлы келеғам республикатаға күрек қағыздасылын сетихілақты ғытылар. Бұйылғы күрек құраты долғытулақ, онна сол талақ болла. Неки персемене бітірәбіте алтон сылғар хананна. Николай Чоратынан кыталык культура кинигер Нюрболугун культуратын департаменты көңіләһіннен народ остан тюхербетері ғытанеки персемене алтон сылғарнаммыд. Республикатаға ыры күрек ордық тахымға ғытылынна. Күрек бірістері дәміні туғылырыл күрдік сүрін бірегі кыланкайла қалтон тұхынча салқобайдақ сертификаты. Улус жағалтада тұрырда. Аргыз бөлі қалайчыда ұйбанты епемеме бәлірі. Бұл аргызға араскем ғылан аспыт күттачылы бары күттіғандар хүйбәтігінші уқатшынан тұрдылар. Онықтан білден тұрар олықтағы жағалты бейгеме тұры тұрбады, бейгеме қатшынан, оны ғыналақ бірістерден еме бұл біріс тұрыттаты бұд. Бұйылғы көрек қабарта сүрбәғыз күттачы республика бұтарас ұлыстардан кәлін көн көрістілер. Күстәқ тұрғыту кәннемің ұтыру хұққа 12 таланна ғырғытталылан керді. Көрек қайыр жонары болбаққа кәріңірдар әме күтінілар. Мен бастан 2016 жылғы мекелен көректәе жүгідім. Лауреат первой степени болбудым. Антон Никипер рыларын мен бейхин алтатын илжахыджан ыллых жабын. Асырда уғықтар бар будильнигім Никипер хемейна бұрыята. Кеге жоным әри дақтарына мен Никипер хемейна бұрыята, баратонлық Никипер хемейна әпті. Бірден бір чағылқай рығыттар Никипер семені перпертуарыттан умнулуvat рыларын толырдулар. Кені төріттәбі таргыс бәліға бұ кехені кергетті. Залы егер тобыс толыры мұстыбыт көрәтшілер таптыр рыларын істендер доғойдулар, мақталарын күстәғі тыстығынан доғолатылар. Білеген якүтілер күнді кәммет тиен, үтірген тиен келен, сәліп жаратын сәтті түгіл ол бұятақта. Чайын әрі! Мечіл майысек, неге персіменіп, республикадағы ұры көреген кылан көрілағар. Түрәбіт хирбер улуспар кәлен тұрамын. Чейін әтәбін бүгін олығын ден долгойдым. Қағандағыны маннық конкурсқа кіттачым, конкурстарға кіттачым, маннық концерттерге кіттачымдағыны қағандағыны маннық долгойатчым. Ағам барықсан бар өйді алтын сағылықтады бұйыл. Юбилейдәқ концерттің жегінен жүкіске көркі оңғырықтады. Бағар февралігі, олымлігі тәрейек бітен бұлаңы бар.
Миныллы коллегам республикатағы Никипер семейне пүрдік атығыр тыллы бұтыры күрәңін 2 түхімәғін аспыт 12 кыттачылар номинацияларға онна ара сыналақ бірістерге тегістілер. Көрәтші үрді қайғабылын мақталынылылар. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Келер 2-ші сүрбе сыл кролик сыла. Келер сыл қағайынара қайдақ кыстан тұраларын келер сыжекка көрің. Нюрба көрет эдер ыла Мария Афанасий Парниковтар 2-ші онағы сылтан тергендерін егер аналуя туттанлар құролды кейттен сағылабыттар. Илағат Афанасий Парников бәйті усалдан улуғыттан 2-ші ағысылға көтет болан келеғаттан Нюрба қолық сұйбыт. Эдер ыл иккен дәлелдер оларын үлеттен бұс болан тәңге сылжан жоғыз қағайстываларын көрелер істелер. 2-ші онағы сылтан иті ағалапыт, бастан 2 бұппыт. Антан хүйел бәннер, білін ағыз құролы қыстатан тұрауыт. Хылайы түрітен атылы бұд, оты тағыз түрден құролы кәтейе әлбілер айын ұстада. Парниковтар жекерген Нюрбатағы технический лицейга 6-10 класс көренер 2 кыз оғылақтыр. Кыргыттар кыраларыттан қағайыстыға көме жон. Иллен кемнергер кроликтерін көрелер істелер. Белдейтер самай сөбілер кроликтергер. Питер ден атыңер биттер. Кролика көрелер, онна қарай өренінер демет. Жарық күрдік ұлбұппыт бастан. О кылы көрерге үйерінер әбіт. Хөбілілер кроликтерін көрелерін. Онна бір хөбілер кролик тақтар. Антықаларын бастайынна ұрышной көтіға хаджалар. Кролик опсайынан далан әттіққа күстәқ көрінер дәбәт жекілі бит. Қолыбыра ғылағат Афанасий Парников әтерінен кемегер уяларын растан от телгетен бері сырттаққа тыйыстымныны да тұрыр қықтақтар. Сүрін астар камбикорым, от манесерге келебе қортосканы онна атын оғыру отахан әбән берек қасып. Отун кені телгәтеттен оттан кығын ұстата туғанар. Хайын ұстата 2-3 төрөт өқ бағабы. Бидде төрөт өт хайын. Май гетәрүр, атлыбыт. Онтон ол орды бұдың идеалін яқтын әп. Ата бі маткалар бұд білін кысты тұралар. Оны хас ұжы төрден келем барым. Келен қотын тұдың ақпына қайым. Курса, хебинне, оны құролығынан барықым бар. Эдер ылағыда бұкұрдық түргенник ситер жекілі нитерге бұланы кең. Онын келер сылқағайына кролик, Парниковтар жекергеттергер өсседі үксі тәние тұру. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Сыл түміктерін тағарар өріләқтірәхіңе Улуспут Бахылға Алексей Накентьев келер 2-ші сүрбе сылы бәй продукциятын оңыран тағары сылынан білдерді. Салғы Улуспутаға Бахылға Алексей Накентьев Нороко тухайытын көрің, манан сонын тағартын түміктүйбін үйнер сыл үгі сүтүйін ағалын әтәңе чеген болың. Анығысқы көрсек қадері. Алексей Михайлович Иннокентьев бір тойтуақтырғар тухайыта. Добрый день, уважаемый Владимир Иванович, Алена Петровна. Добрый день, уважаемые главы, депутаты представительного и общественность, и жители Нюрбинского района. Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом вопросам, связанным со специальной военной операцией, также здравоохранению, социальной политики и экономики. В уходящем году наша страна столкнулась с новыми реалиями своей новейшей истории, связанной с проведением специальной военной операции на Украине. 2022 год стал годом испытания народов страны на прочность. Специальная военная операция на дальних рубежах защиты интересов нашей страны участвует свыше 130 наших земляков. Была организована поездка руководителя района с гуманитарной помощью нашим военнослужащим в Донецкой Народной Республике и военной части Приморского края и Еврейского автономного округа. В этот сложный и ответственный период население и общественность нашего района показали свою сплоченность и приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших воинов. Создан районный фонд помощи мобилизованным и их семьям. Волонтерами
учреждениями и перипетиями оказывается всесторонняя помощь их семьям. В это время мы едины с нашими воинами. Мы должны обеспечить им крепкий тыл, чтобы наши воины, участвующие в специальной военной операции, были твердо уверены в том, что с их родными, близкими дома все в порядке. Все наши помыслы и устремления на стабильное и безопасное существование нашей страны, свободной от притязаний и диктата однополярного мира, связаны с нашей грядущей победой над силами коллективного Запада. Одним из немаловажных событий уходящего года стало вступление эпидемии коронавирусной инфекции. Благодаря нашим медикам, ответственным солидарным действиям наших граждан и общества, привитию большого количества наших граждан, мы смогли преодолеть все испытания, связанные с этой пандемией. Солидарность людей выражалась в конкретных делах, в заботе о близких, готовности помочь тем, кто нуждается в помощи. Многие стали волонтерами и бескорыстно оказывали помощь нашим нуждающимся. Сегодня в этом зале вместе с нами присутствуют наши врачи, фельдшера, медсестры, волонтеры. Сердечное спасибо всем вам. Значимыми событиями года стали столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, подписание соглашения между правительством Республики Саха-Якутия и Нюрбинским районом по развитию системы здравоохранения в районе, соглашение о газификации района между акционерным обществом «Сахатранснефтегаз» и администрацией Нюрбинского района, соглашение между корпорацией «Росатом» и Нюрбинским районом о рекультивации полигона Нюкан, выборы главы муниципального района города Нюрба и Носляков, депутатов, представителей органов города Нюрба и Носляков, и дни Государственного комитета спорта республики и в районе, столетие образования системы культуры района, дни Сахатеатра в Нюрбе, 125-летие Харулинского наследия, 120-летие со дня рождения революционерки, общественно-политического деятеля Доры Жирковой и других многих событий. На прошедших муниципальных выборах, прошедших 11 сентября 2022 года и досрочных выборах двух глав Носляков 18 декабря, жители нашего Нюрбинского района поддержали кандидатуры, предложенные партией «Единая Россия» на глав района города Нюрба и Носляков. В преддверии 9-х спортивных игр народов республики продолжается системная работа с руководством республики по строительству объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Благодаря профилактическим мерам, принятым руководством республики по недопущению лесных пожаров, количество лесных пожаров значительно сократилось. Зарегистрировано 5 лесных пожаров в прошедшем сезоне. С начала года на территории района зарегистрировано 32 объектовых пожара. Несмотря на некоторые имеющие трудности, мы добились серьезных успехов во многих отраслях экономики, социальном секторе и общественной жизни. Доходы бюджета района составили более 5 миллиардов рублей. Расходы бюджета района исполнены в сумме 5,9 миллиардов рублей. Реализуется в районе 20 муниципальных программ. По итогам конкурса программы поддержки местных инициатив получили финансирование 12 проектов муниципальных образований. В 2022 году, несмотря на отсутствие дивидендов от акций акционерной компании «Алроса», в связи с введенными против нашей страны санкциями, нам удалось не допустить снижения темпов строительства объектов. Из разных источников, включая федеральный, республиканские бюджеты, привлечены более 300 миллионов рублей. Это весомая цифра за один год. Безусловно, все это придает нам серьезный импульс развития нашего родного района. В уходящем году введено в эксплуатацию здания Нюрбинского государственного передвижного драматического театра на 250 мест, зал Государственного музея дружбы народов имени Уткина,
школа-сад на 150 мест в селе Чакманда. И вот сегодня мы открыли школу на 176 мест и врачебный участок в селе Кудядя. Построены 4-квартирные жилые дома в селах Сюля, Хатынсысы. Из государственного бюджета для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено на вторичном рынке города Нюрба жилье для 6 сиротам. По государственной программе обеспечения качественным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг 13 молодых семей, в том числе 9 многодетных семей получили социальные выплаты. Также социальные выплаты на приобретение жилья получили 1 ветеран боевых действий и 5 инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов. Практика строительства жилья, объектов образования, культуры и здравоохранения будет продолжена и в предстоящие годы. Только в наступающем 2023 году будут введены здания детского сада на 35 мест в селе Мар, 4-квартирных дома в общей сложности 173 квартиры по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в городе Нюрба, Дом народного творчества на 170 мест в селе Антоновка, школа-сад на 150 мест в селе Чукар, школа-сад на 10 и 25 мест в селе Эди. Из 5 крупнейших социальных объектов, вопросы по которым были поставлены перед руководством республики, в городе Нюрба уже построены детский сад на 280 мест и драматический театр. На проектирование и строительство оснащения второй очереди больничного комплекса на 70 мест в декабре завершен аукцион. Подрядчик АО «Селим» начнет свою работу уже в следующем году. Ведется работа по конституционному соглашению по строительству канализационно-очистного сооружения и реконструкция Макинской водочистной станции. Завершается разработки проекта изыскательных работ полигона твердых коммунальных отходов и по строительству водочистой станции мощностью 1200 кубов в сутки. Кировский угольный разрез начал свою работу по обращению с твердыми коммунальными отходами в городе Нюрба и селе Антоновка. По итогам заседаний Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению 9-х спортивных игр в Нюрбе утвержден протокол, куда вошли все предложения Нюрбинского района. Это касается строительства 13 социальных объектов. Также водочистой станции мощностью 1200 кубометров, асфальтирование автодорог и улиц Наслегов и нашего города Нюрба. В том числе в 2023 году начнется строительство долгожданного стадиона на 3000 мест легкоатлетическим манежем с завершением строительства уже в 2024 году. По итогам конкурса отбора по объекту проектирования, строительства и оснащения больничного комплекса в городе Нюрба подрядчиком стал ООО «Селим». Начато строительство спортзала в селе Кудядя. Также навстречу 9-м спортивным играм будут построены школы на 550 мест. Это школа номер 3. Школа на 360 мест. Это Убаянская средняя образовательная школа в городе Нюрба. Стрелковый тир, зал единоборств и пристрой начальной школы на 280 мест в селе Антоновка. Спортивные оздоровительные залы в селе Чакманда и Сюля, Дом народного творчества в селе Мар и другие социальные объекты. Конечно же, строительство новых объектов должно идти на качественно новом уровне. Масштабное инфраструктурное развитие в преддверии спортивных игр народов ставит принципиально новые задачи перестроительной отрасли. Благоустройство населенных пунктов, создание новых общественных пространств – важное направление развития наших поселений. В сфере физической культуры и спорта одним из главных наших задач остается проведение на высоком организационном уровне в городе Нюрба
9-х спортивных игр. В начале декабря в нашем районе проведены дни Министерства спорта республики, в рамках которых подписано соглашение по взаимодействию с Министерством физической культуры и спорта республики по развитию физической культуры и спорта в Нюрбинском районе. Отмечаю особую важность спортивных игр республики как драйвера развития Нюрбинского района на ближайшие годы. В текущем году завершена работа на 9-километровом участке федеральной автодороги Вилюй. Весь участок автодорога от мостового перехода через реку города Нюрба обрел твердое покрытие. Также заасфальтированы улицы Манчары, участки улиц Советская, Лермонтовская, это город Нюрба. В рамках реализации пилотного проекта асфальтирования улиц сельских населенных пунктов, прилегающих к федеральной автомобильной дороге Вилюй, проведено асфальтирование улиц Октябрьская в селе Чапанда, Талыкинская и Мария Романова в Октябрьском наследии. В планах на следующий год асфальтирование 4 километров улиц сельских населенных пунктов вдоль автодороги Вилюй и 4 километра улиц города Нюрба. Мы ставим ближайшую целью обеспечение стабильного, качественного, беспрепятственного круглогодичного проезда автотранспорта внутри района. На средства республиканского и районного бюджета в ближайшие годы будет проведен ремонт межмуниципальных автодорог Басыттах-Малыкай, Чукар-Басыттах, Киров-Чукар. Совместно Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики прорабатываем вопросы включения строительства мостового перехода через речку Панакчан в федеральную программу на 25-27 года. В сфере сельского хозяйства отрадным событием стал успех крупнейшего в республике крестьянского хозяйства ИП Иванова Любовь Васильевна, отмеченного по итогам конкурса Министерства сельского хозяйства России бронзовой медалью и дипломом за высокое достижение производства животноводческой продукции. Благодаря упорной и напряженной работе наших сенокосчиков удалось обеспечить достаточный запас корма для зимовки скота и лошадей. План по сену выполнен на 89%, по сенажу на 100%, по силосу 121%. Хозяйства, которые не смогли заготовить нужный запас кормов, должны закупить недостающее им количество сена в пределах нашего района. На поддержку сельского хозяйства и всех уровней бюджета направлено 378 миллионов рублей, в том числе из районного бюджета 63 миллиона рублей. Хозяйством всех категорий произведено 1477 тонн мяса, заготовлено мясо крупнорогатого скота 13,5, это 88% от плана, мясо лошадей 7,2 тонны, это 144%. По данным за 11 месяцев план по закупу молока выполнен на 94%. Нюрбинская птицефабрика досрочно перевыполнил свой годовой план на 106%, получив более 10 миллионов яиц. В связи с завершением срока яйценосности кур ведется завой птиц. В марте начнется завоз молодняка кур несушек в количестве 49 тысяч из якутской птицефабрики. Планы по сбору картофеля и овощей выполнены на 101%. Проведены весенние посевные работы на площади 2512 гектаров. В связи с неблагоприятными погодными условиями, не успевший уродиться овес, это 267 гектаров, был переведен в зеленку. Завершился капитальный ремонт слюжерегулятора местности Субтурган, системы лиманного орошения Чапандинская, введен коробник для МТС Агро на 150 голов. В районе создан уже второй филиал предприятия «Якутский скот», отделение имени Степана Васильева. Передача конезавода имени Степана Васильева в государственную собственность позволила нам привлечь дополнительные средства на финансовое оздоровление хозяйства, что гарантирует сохранение увеличения поголовья
уникальной межгородской породы лошадей. Ранее создание в Чкале отделения государственного казенного предприятия «Якутский скот» дало возможность оживить отделенный участок и создать новые рабочие места. Количество поголовья аборигенной породы скота достигло 122 голов. Введенные против нашей страны санкции, с одной стороны, дают нам возможность развивать собственное производство. Работники агропромышленного комплекса, трудящиеся села должны усилить свою работу, направленную на обеспечение продовольственной безопасности. Именно в целях поддержки наших сельчан, повышения их доходов и развития скороспелых отраслей животноводства за счет районного бюджета по заявкам населения бесплатно в этом году было поставлено 1000 голов поросят. Также птицефабрика организован завод гусей бройлерных птиц. Охрана здоровья населения и сбережение населения района – наш самый главный приоритет. В районе реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Для нужд Нюрбинской центральной районной больницы закуплено 12 единиц нового высокотехнологичного медицинского оборудования. Общая стоимость оборудования составила 67 миллионов рублей. Также поступили автомобили УАЗ для Кангаласской и Мархинской врачебных амбулаторий. За счет районного бюджета построено здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Хаты. По национальному проекту здравоохранения построена и введена в этом месяце врачебная амбулатория в селе Кюндяди. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на капитальный ремонт объекта здравоохранения освоено 12 миллионов рублей по объекту лечебный корпус. К сожалению, летом случился пожар на кровле здания роддома, и мы ожидаем выделения финансовых средств на ремонт Министерства здравоохранения Республики. Ведется работа по укомплектованию кадров. В этом году прибыли 10 молодых специалистов после окончания обучения. Принимая во внимание сложную транспортную логистику отдаленных сел, в следующем году в 5 отдаленных населенных районах будет организовано комплексное, полное обследование здоровья населения медицинским учреждением. Со стороны республики установлены в Нюрбинском районе меры по поддержке семей и граждан получили высокие оценки. По итогам года матери республики Нюрбинский район стал победителем в сфере демографической и семейной политики. В районе действует муниципальная программа по социальной поддержке граждан, некоторые из них являются единственными в республике и в стране. Медленно, но неуклонно растет количество многодетных семей. Получающих сертификаты материнского капитала Нюрбинская семья – это 70 семей в 2020 году и 76 семей в этом году. Единовременно адресной материальной помощью на проведение строительства, капитального ремонта и благоустройства жилого дома ветеранов тыла, боевых действий, инвалидов первой группы и детей войны старше 80 лет воспользовались 71 заявитель на общую сумму 16 миллионов 330 тысяч рублей. Эта мера поддержки действует уже 5-й год. Дополнительно в этом году в перечень получателей данной меры поддержки включены приемные семьи, воспитывающие 3 и более детей. В предстоящем 2023 году еще дополнится категории семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. При выписке с роддома матерям вручается набор «Я родился в Нюрбе» необходимым младенцам принадлежностями. В рамках государственной социальной помощи заключены 122 социальных контракта с малоимущими семьями на общую сумму 17 миллионов 980 тысяч рублей. В сфере малого бизнеса и предпринимательства в связи с объявленными в районе годом народных инициатив произошел большой позитивный сдвиг. В связи с увеличением количества самозанятых граждан
Число субъектов малого предпринимательства составило 1862 человека. На реализации 226 проектов инициаторам было выделено более 70 миллионов рублей. Из них на развитие сферы предпринимательства из районного бюджета было предусмотрено 45 миллионов рублей. В этом году из районного бюджета на поддержку предпринимательства было выделено 8 миллионов 850 тысяч рублей. Созданы сотни рабочих мест в различных отраслях экономики и сферах социально-бытовых услуг. На днях предприниматель Альберт Васильев, первым из предпринимателей на средства гранта Года народной инициативы, построил и открыл мясной цех в Октябрьском наследии. Предприниматель Иван Тимофеев стал победителем конкурса «Лучшие товары Якутии» 2002 года. Александр Васильев одержал победу на республиканском конкурсе «Наше наследие» номинации «Художественной обработки резьба кости». В дальнейшем мы намерены продолжить работу по реализации проектов по предпринимательству. При этом я подчеркиваю, особый упор должен быть сделан на улучшение качества выполняемых работ и услуг. Мы всегда будем поддерживать тех, кто стремится менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. Сфера образования на муниципальном уровне ведется планомерная работа. В целях привлечения молодых педагогов, отдаленных на слега, повышения престижа профессии учителя, в 2020 году в Мальжигарской средней образовательной школе стартовал пилотный проект «Нюрбачутала». В этом году начата реализация второй этап проекта в Хатынской средней образовательной школе имени Николая Прокопьева. Из местного бюджета 3 участникам проекта выплачена сумма по 500 тысяч рублей. С победой вернулись наши педагоги межрегионального конкурса учительских команд «Друг», достойно представить наш Нюрбинский район. На хорошем уровне проведены региональный конкурс учительских команд «Верук», республиканская педагогическая ярмарка. Представители педагогического общественного района приняли активное участие в мероприятиях 14-го съезда учителей и педагогической общественности, во 2-м съезде учителей якутского языка, литературы и национальной культуры. Абсолютным победителем республиканского конкурса педагогов мужчин в Чуровчинском улусе стал педагог Центра развития ребенка детского сада «Ромашка» Владислав Егоров. Команда педагогов Центра цифрового образования детей «IT-Куб» стала победителем в ежегодном дальневосточном зимнем марафоне разработчиков, который в этом году проходил в рамках федерального форума «Цифровой алмаз» в городе Якутске. Во главу угла должно ставиться патриотическое воспитание нашего поколения и молодежи. Очень важно, чтобы для нашей молодежи ориентиром жизни служили судьбы и победы наших выдающихся земляков и, конечно, современников, и их любовь к родине, стремление внести личный вклад в ее развитие. У ребят должна быть возможность в передовых форматах познакомиться с историей малой Родины. В этой связи отмечаю большую роль Музея дружбы народов имени Уткина. В текущем году всем школьникам вручены музейные карты, дающие право на бесплатное посещение нашего музея. Всегда трудные моменты нашей страны только благодаря сплоченности и единению народа удавалось достойно выдержать и пройти все выпавшие испытания. В этой связи мы должны быть духовно крепкими, терпеливыми и сплоченными. Нам, безусловно, нужно идти вперед. Мы обозначили важнейшие цели развития. Понятно, что жизнь носит наша работа объективные коррективы. Хочу еще раз обратиться ко всем жителям Нюрбинского района. Мы сделаем все сделаем для достижения поставленных нами целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся решения всех задач, которые мы перед собой поставили. Спасибо вам большое за внимание.
объявляю наступающий 2023 год годом развития местного производства.